говорим о языке, анализируем там закон о госязыке, там, анализируем там, нужно ли там приравнивать там родной язык к государственному, там, да, какой в какие списки носить, как там переводить учебники и лицензировать ли эти учебники, значит, в то время, когда совершенно очевидно, что этот закон, который собираются обсуждать, является элементом большей проблемы, и у нас много свидетельств, что эта проблема больше. Ведь на самом деле, обратите внимание, этот закон появился уже вскоре после того, как был отказ от подписания направления союзного договора. То есть это ложится как звенья одной цепи. Сначала произошло одно, там, потом происходит второе, дальше станет вопрос, а у вас не президент, у вас теперь будет там губернатор Татарстана. То есть мы должны понимать, что язык — это элемент большего тренда. Этот тренд, конечно, является... Он раньше проявлялся, да? Все начиналось там в первой половине нулевых, когда там, а давайте обсудим, а не включить ли нам в какие-то документы государствообразующую роль русского народа. Нет, 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 вы даже и не думайте, что от этого будут какие-то последствия. Просто фраза в качестве уважения. Да? Это же так звучало. Сейчас у нас возникает вопрос, значит, о том, что нужно вот написать что-то, нужно бумагу послать, нужно довести до кого? До кого вы хотите это довести? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас слышал, что по поводу языка высказывался Путин? Он высказывался. Он сказал, что принудительное обучение языку — это нехорошо. До кого вы хотите довести? У меня вопрос, да? То есть совершенно очевидно, что это не образовательный тренд. Это не форма экономии образовательных бюджетов. Это определенная националистическая установка, которая свидетельствует о том, что такое вот колониальное сознание, сознание колонизатора, там, да, который не собирается учить тарабарщину этих варваров, потому что он победитель, она начинает доминировать, она проявляется в одном, в другом, в третьем. Там, да? Сначала вы почтите уважением нас как государствообразующих, потом давайте-ка перейдем на нормальный, цивилизованный язык, а не ваше быр-быр-быр. Да? И, кстати, какой там союзный договор? Вы о чем? Вы просто губерния. Да? С какой-то там этноспецификой, ну, мы не запрещаем вам между собой разговаривать. Да? Это большой тренд, и бороться с ним вот такими вот мелочными уколами, там, да, то есть это, ну, не знаю, насколько это может быть эффективно. Это дрейфует вся страна в этом направлении. Мы вот сейчас вот сидели, пока, значит, наш друг из Калмыкии выступал, и обсуждали вопрос, если штаб это просто разлитое, скажем, настроение в обществе, это национализация там основной массы, и это просто умонастроение, или есть какой-то штаб, где принимаются решения, где вырабатывается программа, там, да, ну так вот, скажем, государствообразующей роли. И если в 90-е годы татары в шутку на вот роль русского народа могли сказать, знаете, вся ваша вот, вся история вашей северо-восточной Руси, так называемой, это просто там, ну, немножко у нас были неурядицы, знаете, в Западном Улусе, Золотой Орды, там, немножко там кто-то там пошаливал тут, там, ну, было дело там, да? То сейчас об этом смешно говорить, то есть это уже перешло от ну, такой интеллектуальной игры, когда мы начинаем, допустим, говорить, что, ну, извините, там, да, Дмитрий Донской, это просто там по поручению Тохтамыша пошел и разбил сбунтовавшегося темника, там, да, не он один. То есть это вот перешло от такой вот интеллектуальной игры к некой реальности.
Если вернуться, и мы должны понимать, что это нечто большее, да? Это имперское сознание, да? А язык это лишь форма вот этой вот империзации России. Да? И я не знаю, как с этим бороться иным способом, нежели дать по рукам. Я правда не знаю. Если же говорить о, собственно, проблеме татарского языка, я не знаю, универсальный ли этот подход, не универсальный ли этот подход. Не уверен, что это универсально. Я уже озвучивал эту идею, что, в принципе, вы знаете, если бы не эта история с языками, татарский, скорее всего, бы дальше херел, да? Потому что это язык такого бытового общения. Да? На нем очень мало создается интеллектуального продукта. И идея, что давайте мы сейчас быстренько, вот сейчас вот тут что-нибудь замутим на татарском, там и все у нас получится. Нет, культура это не переход с языка на язык. Чтобы создать культурный продукт в нужном объеме, чтобы было интересно переходить на другой язык там, в 21 веке, это, я не знаю, это огромные вложения там, на протяжении 100 лет. Да? Так что создавать культурный фундамент, там, апеллируя к которому, значит, татарский язык может обосновывать свое право на существование, наверное, все-таки это не путь. Да? Если бы у русских не было этого имперства, да, которое они просто вываливают сейчас на всех, да, может быть, можно было бы сказать, там, вот, абстрагируясь как марсианин, там, да, ну раз умирает язык, мы живем в пространстве, где все эволюционирует, все там начинается, умирает. Нас же задевает эта проблема не потому, что там язык, не язык, там, да, а потому что огромное количество людей, не связанных даже с тюркским языком, там, да, их ставят де-факто в положение людей второго сорта. Вот в чем заключается проблема, и она больше. Если мы говорим о том, можно ли бороться с этим, ну, наверное, можно, да? Но тогда нужно создать какие-то иные стимулы для существования и для востребованности татарского языка, нежели как бы культурный продукт на нем существующий, потому что его создавать очень долго. Да? И есть примеры, когда такие стимулы создаются. Я об этом тоже уже говорил именно вот в этой аудитории. Если бы противопоставить закону о добровольном изучении языка, да, родного языка, можно было бы законом о обязательном знании государственных языков любым госслужащим на территории этого образования, там, да, то, извините меня, у русских бы был точно такой же стимул, как у татар, изучать татарский язык. Да? И это дело не в том, что там дети, которые говорят на двух языках, они умненькие, а остальные там ложки такие. Да? Дело в том, что хочешь делать здесь карьеру в Татарстане, в сытом, жирном, богатом Татарстане, хочешь здесь карьеру, учи, не хочешь, вали в Кострому. Да? Вот так должен стоять вопрос, и только так, это касательно языка. И здесь еще, значит, было один момент, когда говорилось, что вы знаете, вот русские, вот нас вот когда стравливают русских с татарами, вы же понимаете, что нации, они вот не при делах, они ни при чем, они не виноваты. Значит, что это вот чиновники вам противостоят, какие-то вот бездушные бюрократы, какая-то государственная машина. А люди-то что люди? Это очень лживая и очень двуличная позиция, потому что мы вот сейчас вот, мы не по учебникам каким-то, мы не по рассказам каких-то дедушек. Мы это все видим сейчас в режиме онлайн, своими глазами, и мы видим, кто как ведет. Мы видим этих самых родителей, да, которые с улюлюканьем говорят: нет, никогда мы своих детишек не будем заставлять учить вашей тарабарщине. И живем в эпоху Фейсбука. Мы знаем, кто эти родители. Это русские националисты. Да? Так что не надо говорить, что здесь нет национального противостояния, национальной стычки. Она есть. Не татары ее начали, не татары, но она есть.